Следующий сегодняшний наш гость – это Ильдар Самигулович Идрисов, президент Центра ногайской культуры ИДИГЕ, кандидат политических наук, автор публикаций по истории и современному состоянию астраханских нагайцев. Здравствуйте, Ильдар Самигулович. Здравствуйте. Да. Ильдар Самигулович, мы благодарны вам за то, что вы всегда отстаиваете ногайское происхождение как карагаш-нагаев, так и юртовцев. Вы еще в свое время застали Берлик. Приходилось ли вам вообще испытывать определенное давление со стороны, скажем так, политизированных научных кругов Казани, да, за ваши такие, научные взгляды, за вашей работой? Или же, напротив, у вас получалось такое плодотворное сотрудничество с ними в этом направлении? Амир Дамирович, в общем-то, вопрос, касающийся, скажем так, нашего национально-культурного движения ногайского, да, в Астрахани, он связан с обществом Берлик. Я когда-то был одним из, заместителей Раиля Камиловича Джуманова по молодежным вопросам. Я думаю, что, скажем так, моя научная деятельность, она связана с несколько других аспектов, заходит, да, то есть есть статьи и публикации по астраханским нагайцам. В частности, я довольно долго изучал именно карагашскую тему на основании архивов. Здесь я бы не сказал, что есть какой-то момент споров именно в рамках научной деятельности. Больше, конечно же, были темы, связанные с общественным движением, с реакцией на наши, может быть, какие-то проекты. И в основном это касается периодов переписи. Да, это 2010 год, вспоминается, когда к нам приезжало телевидение из Казани, интересовалось, как мы проводим работу, какие вообще формы существуют. В 2002 году, больше это вопрос к Раилю Камиловичу Джуманову. Я помню, в тот период даже была дискуссия на федеральном уровне, относительно именно вопросов, касающихся групп, ассоциированных с татарами. В целом, я, конечно, исследовал этот вопрос из позиции, скажем так, исторической, связанной с формированием ногайского населения в Астраханской области, в Астраханском крае. И в целом, как этот процесс происходил именно в период так называемого этнокультурного ренессанса, да, конец 80-х годов 20 века. Если можно, я несколько слов хотел сказать относительно, скажем так, исторической основы ногайского населения, да, в Астраханской области, потому что, основная претензия нас в том, что эти аспекты, многие исторические, оцениваются, дается оценка совершенно другая интерпретация. Если мы рассматриваем Казань как некий академический центр, именно по тюркологии, в частности по нагаеведению, я, в принципе, с этим согласен. Действительно, именно с позиции методологии, источниковедения, в общем-то, в Казани очень много ученых, которые занимались этой темой. Сейчас, наверное, в рамках этих процессов, которые происходят, наверное, еще будет какой-то именно всплеск интереса к этой теме. Но с позиции, конечно, оценок, с позиции того, как это интерпретируется, это начинается из советской историографии, когда все группы астраханских нагайцев, в общем-то, рассматриваются как астраханские татары, да, то есть много есть таких публикаций, известные, сборник статей 1992 года «Астраханские татары». Это касается, и многих других работ. В частности, можно отметить такой пример. В 2007 году, по-моему, вышла книга, «Песни астраханских татар», да, то есть это большой такой том. И, в частности, опять же, хотелось бы отметить, что казанские ученые, этнографы, они, в общем-то, фольклористы, определенный вклад внесли в сохранение нашего наследия, да, то есть том состоит из ногайских песен, карагашских в основном даже, ютовских ушавазов, да, но с переводом на татарский литературный язык и с интерпретацией как наследия именно астраханских татар. В этом отношении, конечно же, хотелось бы внести большую ясность. И я бы, наверное, если можно, сейчас несколько вводных сделал относительно ютовской группы, да, это, наверное, самая интересная группа этнографическая. И я в какой-то степени сторонник такого некого ареального подхода. Рассматриваю Нижневолжскую группу ногайского населения как некий такой ареал, потому что есть северокавказский, ареал, есть еще другие ареалы распространения именно ногайского населения, потому что в рамках этого ареала у нас есть свои особенности. И взаимоотношения между карагашами и юртовцами, Харелен, Вайлар, да, они, в общем-то, имеют историческое переплетение. Мы образуем некую такую ареальную группу,
и свою модель воспроизводства средневековой ногайской традиции. Это вот однозначно можно сказать. Вот говоря про юртовцев, что хочется отметить? Ну, во-первых, связи, значит, юртовцев с населением Астраханского ханства, да. Этот аспект сейчас постепенно все больше и больше начинает всплывать на основании источников, на основании исследований, вот именно академических ученых, в частности, значит, Москвы. Ну, можно отметить такой факт, что, значит, население Астраханского ханства, вот по данным, в частности, Максима Моисеева, значит, Ильи Зайцева, оно было многонациональным. Там было несколько компонентов. Значит. И вот такое понятие, как, значит, единый этнос астраханских татар в рамках населения Астраханского ханства, ну, скорее всего, он не сложился. Мы не видим никаких вот именно никакого культурного, фольклорного наследия, связанного с этим населением. Да? То есть мы можем отметить, что это население было вокруг города Таджитархана. Значит, здесь была определенная функция этого города, торговое значение имело. И здесь надо отметить такой момент, что оно было многонациональным, примерно 15 тысяч населения, причем ханство существовало всего 50 лет. И, конечно же, одним из таких вот факторов его развития было вот именно как раз влияние, с одной стороны, Крымского ханства, потому что границы Крымского ханства тогда распространялись на восток намного дальше, и Ногайской Орды. Но можно отметить, скажем так, вот те мнения, которые были в источниках, значит, того времени, 16-17 века. Вот Ногайская Орда рассматривается как самое многочисленное, значит, образование после распада Золотой Орды. Да? Ну, примерно вот можно рассматривать население Ногайской Орды в период расцвета до 1-1,2 миллиона человек. Это вот по данным Трепалова. Да, рассматриваем этот момент, вот именно, да, мы видим, что Астраханское ханство и рядом соседняя Ногайская Орда, граница которой шла по реке Бузан. И фактор, в общем-то, влияния Ногайской Орды на Астраханское ханство, конечно же, был большой. И в контексте населения, и в контексте политической зависимости. Мы знаем, что Ногаи брали дань с Астраханского ханства, и часть населения так или иначе оставалась в городе для того, чтобы жить там, и определенным образом, значит, обеспечивать вот эти взаимоотношения. Ну, вот Амир Дамирович, вы знаете, как историк-краевед, тему, связанную с тем, как происходил процесс после присоединения Астраханского ханства к московскому государству. Некоторые, значит, наши этнографы говорят о так называемом интерстадиале, да, прерыве населения. Значит, но здесь можно рассмотреть этот, конечно же, аспект, потому что, значит, формирование населения Астраханского ханства имело прерыв и до присоединения к московскому государству. Здесь можно отметить такой момент, что действительно воеводы, которые, в общем-то, стали управлять, значит, этим регионом, да, после вхождения его в состав московского государства, должны были обеспечивать, ну, определенную политику, определенную, скажем так, деятельность проводили для того, чтобы собирать местное население. И вот здесь вот мы видим, что понятно, что одним из компонентов было прошлое население Астраханского ханства, однозначно, оно здесь оставалось, оно рядом находилось, может быть, отошло на некоторый период, когда происходило приближение войск, и в целом, когда формировалась вот именно русская Астрахань. Но другим компонентом, наиболее, наверное, многочисленным, конечно же, были ногайцы, потому что с середины 16 века начинается катаклизм в Ногайской Орде и, в общем-то, миграция ногайцев, значит, по вот всему югу России. И вот одним из терминов, который стал использоваться в отношении, значит, этого тюркского раннего населения, он был закреплен как юртовские татары. Мы с вами знаем, что это, ну, мое мнение, как бы могут быть и другие позиции. Юртовские татары — это внешне, значит, это социальный термин, который использовался русской администрацией по отношению к местному тюркскому населению. Причем надо отметить такой факт, что этот термин «юртовские татары» используется не только в Нижнем Поволжье, но и в Сибири, и в Центральной России. То есть это чисто вот именно терминологическое определение в отношении тюрок, да, то есть татары, вот как синоним слова тюрки. Ранние группы, которые были в контакте с русской администрацией, обозначались именно этим термином. И вот как бы вот отсюда мы видим, значит, такой момент, что то раннее тюркское население вокруг, значит, русской Астрахани, которая формировалась, оно формировалось из остатков Астраханского ханства, из, значит, постепенного все большего и большего переселения из-за Бузана сюда, значит, ногайцев, они получили такое обозначение. Следующий очень важный аспект, на который хотелось бы обратить внимание, что, значит, вот если ранняя группа юртовцев — это смесь некая остатков населения Астраханского ханства и Ногайской Орды, да, то мы можем отметить еще одну волну, значит, ногайскую, начала 17 века, связанную с едисанцами. Мы знаем, что половина юртовских сел современных, да, связана с едисанскими ногайцами, и, в общем-то, здесь вот говорить о том, что это как-то, ну, не соотносится с ногайским компонентом, юртовская, скажем так, часть, да, ну, не приходится, потому что есть
Значит, дагестанский компонент, который вот именно под влиянием движения, в частности, калмыков 30-х годов 17 века, постепенно входит вот именно в эту, значит, скажем так, общность, которая обозначалась в источниках как ютовские татары, юртовцы. Кроме этого, говоря про юртовцев, надо отметить еще очень важные исторические моменты. Значит, до конца 18 века население было нестабильным. Вот, в частности, такой исследователь, как Владислав Грибовский, отмечает движение юртовцев, значит, не только вот именно, скажем так, ну, в сторону Кавказа, в сторону Причерноморья. Была миграция и возвратная миграция обратно, что очень интересно, потому что мы, ну, должны рассматривать историю с более скрупулезных моментов. Источники говорят о том, что это население продолжало взаимодействовать вот именно с группами северокавказских нагайцев, в частности, и доходило даже до, значит, Северного Причерноморья. Если мы говорим про период, вот именно уже, скажем так, более оседлый, когда юртовцы постепенно, значит, обоседляются, значит, ну, окончательно оседляются на землю, перестают кочевать большими улусами во главе Мурс, значит, то здесь мы можем отметить, ну, эти процессы окончательно обозначаются к началу XIX века, и юртовцы, в общем-то, это одна из таких групп, которая вот, в культурном отношении, да, она вот имеет много составных моментов. Плюс, в общем-то, отметить хотел бы еще такой очень важный момент, связанный с тем, что у юртовцев формируется промышленный капитал, да, то есть юртовцы в хозяйственном отношении занимались не только скотоводством, не только вот именно земледельческими формами, связанными вот с Нижневолжским регионом, но еще и у них складывается промышленный капитал, значит, появляются вот именно предприниматели промышленного уровня. 19 век, он для нас очень интересен, потому что 19 век рассматривается как период, ну, некого такого осмысления и этнического самосознания, но еще называется такой период, как нациостроительство, да, когда, в общем-то, традиционное общество постепенно, ну, видоизменяется, многие компоненты, связанные с традицией, начинают уходить, ну, в частности, это касается и фольклорных моментов, да, и касается одежды. И вот в этой среде появляются люди, которые, в общем-то, эту проблему обозначают. Да, это вот и тоже деятельность Джанибекова, Абдулхамида Шашибиевича, связана была с чем? Он занимался тем, что собирал фольклорное наследие нагайского народа. Не только в Нижнем Поволжье, но еще и, значит, на Северном Кавказе. Значит, это была некая такая ценность, которая сформировалась вот в процессе всех этих, вот, ну, которые начались в процессе модернизации, в частности, этого общества. Хотелось бы отметить вот этот период. Ну, да, мы можем отметить, что Астрахань – это один из центров, в общем-то, тюркского просвещения. И здесь, ну, не надо отрицать роль, в общем-то, взаимоотношения с Казанью, потому что, в общем-то, татары, средневолжские, казановые, конечно же, оказывали влияние на вот именно формирование идей у астраханских нагайцев, в частности, взаимоотношения между Абдрахманом Гумари и Шабгудином Марджани, конечно же, процесс, в общем-то, взаимодействия и в какой-то степени даже перетекания некоторых идей, он, в общем-то, ну, был явен. Если мы говорим о том, что Марджани является, ну, отцом татарской нации в контексте осмысления, да, как нации, то я думаю, что вот Абдрахмана Умерова Гумари в какой-то степени можно обозначить как одного из деятелей, который стал осмысливать нагайскую историю не только в контексте астраханского региона, но и в контексте вот такого общего осмысления. Он в какой-то степени, может быть, будучи учеником Марджани, копировал идею и распространял ее на то, что, в общем-то, формировал вот это общеэтническое нагайское самосознание. Вот этот фактор, нужно на это обратить внимание. Значит, это действительно проявляется в его деятельности, помимо того, что он был религиозный деятель, издатель. Он занимался сбором нагайского фольклора, издал книгу «Нурай Джарвары», мы знаем, да. Он написал книгу, которая не сохранилась, «История астраханских нагайцев». Да, вот он реально стал выражать еще идентичность астраханских нагайцев, не обозначая в свою книгу другим каким-то термином, именно историю астраханских нагайцев. Это очень, ну, как бы интересный и показательный момент того, какие процессы были в конце XIX века, в начале XX века, вот именно в процессе вот именно этнокультурного движения нагайцев Нижнего Поволжья. И вот делая некий такой переход к советскому времени, да, вот Аминат Хасановна обозначила, значит, политические процессы, политические проблемы, связанные с тем, что астраханские нагайцы стали ассоциироваться с татарами, в частности, с средневолжскими татарами, что у нас, в общем-то, вели преподавание татарского языка. Ну, здесь был, конечно, и политический контекст. Понятно, что были процессы, связанные с политическими моментами. Ну, и были, наверное, какие-то организационные вопросы, потому что
Ну, понятное дело, что вот татарский язык, который стал вводиться в наших школах, значит, ну, через что это проходило? Во-первых, у нас было здесь училище татарское, которое давало кадры, да, значит, это было легче все организовать. Кроме этого, надо отметить такой факт, об этом надо тоже говорить и исследовать, в общем-то, в период, как бы, начавшейся коллективизации конца 20-х годов, 30-х годов, так называемые 25-тысячники. Да, вот мы знаем, что вот именно в ногайских селах, в частности, карагарских, юртовских селах, большой был приток вот именно средневолжских татар, которые, значит, ну, ставились на должность директоров школ, значит, учителей татарского языка, директоров колхозов. Да, мы видим то, что вот, ну, здесь был такой контекст взаимодействия между ногайским населением вот, и средневолжскими татарами в контексте советского периода. Значит, и в целом мы, как астраханские ногайцы, ну, вот сейчас этот процесс осознания происходит, и мы в целом, конечно же, была некая культурная ассоциация астраханских ногайцев с средневолжскими татарами в советский период. Значит, мы, как астраханские ногайцы, ну, условно говоря, разбираемся в татарской культуре, мы ее не отбрасываем и не считаем ее какой-то чужой. Она для нас в какой-то степени тоже имеет некую степень родства, и воспринимаем ее очень положительно, значит, да, но вот я хотел бы отметить современные процессы, которые сейчас происходят, которые, в частности, связаны с вашим и нашим этнокультурным движением, да, мы видим, что любой юртовец, вот, любой юртовский, скажем так, нугай, если он начнет изучать историю, вот, если он начнет рассматривать источники скрупулезно, то он увидит и найдет себя только в ногайской истории. Здесь вот однозначно. Потому что, значит, просто вопрос в том, что в ютовской среде, может быть, еще не так сложился интерес вот именно к научному изучению этой темы. Очень мало пока историков, которые выражают эту тему с позиции знания традиций и вот именно современных источников и методологии. Вот если вот, как, рассмотреть эту тему с позиции осознания истории, да, мы видим, что, конечно же, юртовцев нельзя отделять от ногайского мира, и они реально причастны. Это некая своя модель воспроизводства ногайской культуры вот после того периода средневекового, который был. Василий Ильич, вот вы сейчас упомянули про начало ногайского возрождения среди астраханских ногайцев, в частности, карагаши, потом юртовцев. Скажите мне, вот ответная реакция определенных политических, научных, научных трудов в Казани, да, на данные процессы, она неоднозначна. Здесь, по вашему мнению, как специалиста, больше чего? Больше каких-то вот научных претензий, да? Или же все-таки там больше политики? Ну, я скажу как. Во-первых, я хотел бы избавить вот, оценки, которые происходят в Астраханской области, от многих мифов. Вот в Казани вот наше движение этнокультурно воспринимается то, что мы, руководимые Москвой, значит, стараемся расколоть татарскую нацию, значит, да, то есть это вот реально, конечно же, большой миф и заблуждение. Вот если вспоминать истоки современного этнокультурного движения ногайцев, то она зародилась в Астрахани, я имею в виду, да, вот 80-е, даже 70-е годы, вот Равиля Камиловича Джуманова, значит, Реву Галиева и многих других деятелей, значит, это было движение интеллигенции. 70-е примерно годы, вот именно проснулся интерес. Здесь надо отметить какие факты. Во-первых, факты информационные, контакты между разными группами, которые усилились, конечно, в 90-е, особенно 2000-е годы, благодаря интернету. Значит, во-первых, это было движение интеллигенции, которое, ну, сами понимаете, да, эпоха перестройки, в общем-то, новое осознание себя в обществе происходит. Многие из тех, кто, значит, был, стали рассматривать этнокультурную тему как один из вариантов общественного развития. Вот на этой волне, как бы, да, то есть один из факторов был вот именно интерес к своей истории и осознание себя, своего места в истории региона и в целом страны. То есть это первый момент. Второй момент, если рассматривать ногайское движение этнокультурное, именно общество Берлик, то ну, оно больше всего активизировалось именно в карагашской среде. Да? То есть здесь надо отметить такой фактор, который тоже никто не обращает внимания, и это, конечно же, экологическое движение, связанное с селом Ситовка, которое находилось в зоне Астраханского государственного перерабатывающего завода. Да? То есть мы видим, что, значит, эта тема всколыхнула массовое общество именно в контексте вот, экологического движения. И именно общество Берлик взяло на себя вопросы, связанные с переселением ногайцев вот именно из этой зоны, из зоны санитарной защитной зоны Астраханского газоперерабатывающего завода. Да? То есть фактор такой, что ну, здесь вообще никакой роли ни Казани, ни, скажем так, татарского этнокультурного движения не было. Это было чисто вот именно одна из тем, больных тем,
этнокультурного движения общества Берлик. Значит, то есть здесь, во-первых, надо отметить, помимо того, что вот эти информационные процессы современные, помимо того, что есть некий социальный контекст, конечно же, тема этнокультурного контекста, прежде всего. Есть традиция, которая в советское время, может быть, не имела такого, скажем так, сценического выражения, она находилась на бытовом уровне, нагайский язык. Значит, да, то есть наши традиции, связанные с обрядами жизненного цикла, да, и так далее. Все это было на бытовом уровне, но вот в период перестройки, в период, в общем-то, 90-х годов, это все выплеснулось наружу, это имело значение именно как некая модель развития, вот именно в этот период. Плюс еще надо отметить такой момент, что, значит, возникают коллективы, да, которые выражают нагайскую культуру. Понятное дело, что у нас еще очень много вопросов и проблем, как мы будем развиваться, как и двигаться, значит, но я думаю, что этот процесс невозможно остановить с позиции именно того, что появляется все больше и больше источников информации. Все больше и больше люди осознают свое место вот именно в этих процессах, значит. Еще очень важный момент, наверное, тоже нужно обратить внимание, вот мы говорим об ассоциации астраханских нагайцев вот именно с татарами в советское время. Преподавался татарский язык, он был одним из инструментов воспроизводства этничности, мы это как бы не скрываем. В 60-х годах язык, значит, в школах, значит, его убирают, да, вот именно, да, то есть уходит зависимость от воспроизводства, от языка татарского, вот этот момент, да. Мы тоже можем отметить, что, значит, вот, как бы, да, вот здесь вот тоже, такая зависимость от языка, от неких таких форм, которые давал Казань, она уходит. В современности мы видим, что нагайцы астраханские пытаются воспроизводиться самостоятельно. И определенную роль, конечно, играет нагайцы Северного Кавказа. Мы сейчас вот реально эти процессы все выстраиваем. И в частности, хотелось бы отметить такой момент, что если в 80-е годы, в начале 90-х годов была некая такая, может быть, сильное превалирование моделей кавказских, именно нагайцев в Астраханской области, да, то есть они вносили определенные воздействия, и мы иногда воспроизводили их формы и принимали их как за свои. Но сейчас идет другой процесс. Сейчас идет процесс того, что, поднявшись до определенного уровня самосознания, мы, значит, астраханские нагайцы, карагаши, юрт-нугайвар, все больше и больше говорим о своей специфике, которую хотим поднять на вот именно уровень, значит, воспроизводства на сцене, да, на вот именно в наших общественных мероприятиях. И что интересно, в этом отношении, вот в нагайском движении, современном российском, тоже есть приятие этих форм. Сейчас нагайцы Северного Кавказа все больше и больше понимают нашу специфику. И многие коллективы государственного уровня, тоже оркестр нагайских инструментов, значит, театры, да, они рассматривают возможность содействия этому процессу для того, чтобы мы, сохраняя традицию, значит, создавали профессиональные формы культуры, значит, касающиеся именно астраханских нагайцев. Спасибо.